Фонд президентских грантов становится все более и более серьезным подспорьем для социальных проектов в регионах. Наш земляк, обладатель премии российской организации «Мир» Илья Костин от организации «Аппарель» заявку на участие в конкурсе 2018 года подал одним из первых. Его проект нацелен на развитие инициатив граждан, направленных на улучшение жизни столицы республики для всех категорий – людей с инвалидностью, пожилых и детей. Проект называется «Акселератор городских проектов». Он нацелен на благоустройство города Сыктывкара и привлечь жителей города благоустроить этот Сыктывкар. Это основная ее задача. Акселератор призван обучать активистов и волонтеров разработке и воплощению социальных проектов, в том числе касающихся городской среды. Лучшие проекты реализуют как раз с помощью президентского гранта. На эти цели фонд выделил 1 300 000 рублей. Сумму более серьезную, более 2,5 миллионов, получил фонд «Союз неравнодушных сердец» с проектом по созданию 7 инклюзивных театральных школ для детей с ограниченными особенностями здоровья. Сумму немногим меньше получил в виде гранта Центр помощи детям с особенностями развития «Синяя птица». Там реализуют проект подготовки особенных детей к самостоятельной жизни. Кроме того, организуют постоянные курсы подготовки к профессиональному обучению. Проект охватит 60 подростков от 14 до 18 лет. Наконец, не на первом месте по объему, но на одном из первых по важности проект «Справимся вместе», направленный на обмен опытом между родителями приемных детей. Первоначальный клуб уже существовал в городе Сыктывкаре на базе регионального центра социальных технологий, но вот с этого года он прекратил свое существование, а родители остались, родители хотели дальше встречаться, общаться, делиться опытом. Мы приглашаем всех приемных родителей, опекунов, усыновителей, всей семьей вместе с приемными и кровными детками. Это абсолютно бесплатно, то есть на наших встречах родители могут проконсультироваться у психологов бесплатно. Дети в стороне тоже не останутся, с ними будут заниматься педагоги-воспитатели. К слову, эта общественная инициатива обошлась всего в 600 000 рублей без учета софинансирования. Она поможет сохранить здоровый контакт не только внутри семей с приемными детьми, но и поддерживать теплую атмосферу в сообществе приемных родителей. Евгений Стокос, Таисия Жакова, Олег Костромин, телеканал Юрган.